Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Джибек Бегалиева. Сегодня в программе. Путин и Эрдоган решили помириться. Турецкий лидер через Путина выразил сочувствие семье погибшего пилота Су-24. А сегодня президенты даже поговорили по телефону впервые за 7 месяцев. Я верю, наши отношения с Россией быстро нормализуются. Строительство скоростной трассы Бишкек-Иссык-Куль в Кыргызстане почти привело к срыву туристического сезона и лишило заработков местных жителей. Дорогу возводят китайцы ко вторым всемирным играм кочевников. Люди должны радоваться, что им за 60 лет, грубо говоря, дорогу построят хорошую. Пострадают тут 2 месяца, понимаю. На экстренной сессии Европарламента по поводу выхода Британии из ЕС кипят страсти. Европейцы задаются вопросом, что делать. Англичане требуют от Европы сохранить льготный режим в торговле. Это все равно, что вам всем сейчас отрезать носы. Раздеться и работать. Белорусы решили буквально выполнить наказ своего президента Александра Лукашенко. Соцсети наводнили фотографии голых граждан страны на своих рабочих местах. Но все и наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. Как кыргыз стал итальянским поваром в Сан-Марино. Кальята вместо бишбармака, ризотто вместо плова и пицца вместо лепешек. Большая дружная семья с настоящей итальянской бабушкой. В 34 года меня усыновили. Спустя 7 месяцев после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 над своей территорией, Россия и Турция, похоже, решили помириться. Президенты Владимир Путин и Таyyip Эрдоган сегодня впервые разговаривали по телефону. А турецкий премьер-министр заявил журналистам, что, оказывается, все последнее время лидеры состояли в активной переписке. Связь между двумя лидерами, Таyyipом Эрдоганом и Владимиром Путиным, наконец-то дала результаты. Похоже, что взаимная переписка привела к оттаиванию отношений между Россией и Турцией. Таким образом, мы можем сказать, что нормализация началась. Официально примирение началось с соболезнования Эрдогана семье погибшего пилота Су-24, которое он передал в своем личном послании Путину. В Кремле это восприняли благосклонно. Теперь стороны обсуждают возможности сотрудничества на Ближнем Востоке. Хотя совсем недавно речь шла чуть ли не о войне. Письмом господину Путину я выразил мое огорчение случившимся и напомнил о возможностях для сотрудничества на Ближнем Востоке. Я верю, что с разрешением сложившейся ситуации, которая не в интересах ни одной из сторон, наши отношения с Россией быстро нормализуются. Напомним, что 24 ноября прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, залетевший, по мнению Турции, из Сирии. Один из катапультировавшихся пилотов был расстрелян с земли протурецкими боевиками, а его тело было вывезено на турецкую территорию. После этого последовало беспрецедентное, близкое к войне, обострение отношений между странами и их лидерами. Были введены взаимные санкции, Россия ввела визовый режим и разместила в Сирии новейшие системы ПВО. Особенно пострадали от санкций бизнес и торговля. Турция не досчиталась 4,5 миллионов российских туристов. Власти даже были вынуждены пойти на отмену режима All Inclusive. Обанкротились турецкие поставщики фруктов и строительные компании. В России просел почти весь туристический бизнес, ориентированный на Турцию. Тысячи работников российско-турецких фирм оказались на улице. Ссора привела к многомиллиардному обоюдному ущербу. Теперь лидеры говорят, что все придется начинать с нуля. О том, как российские и турецкие СМИ восприняли первые шаги по примирению своих амбициозных лидеров и о том, как менялась интонация подачи материалов в эфире, наши коллеги из программы «Смотри в оба». Вернись, турист, я даже извинюсь. Анкара извинилась. Владимир Путин получил письмо с извинениями за сбитый Су-24. Говорю, извините. Говорю, извините. Сказал, извините. Чтобы выразить сожаление, турецкий лидер собирался с мыслями почти 7 месяцев. Özür yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan kusura bakmasınlar ifadesi Rus pilotun ailesine yönelik bir ifade. Erdoğan'ın mesajında izvinite kelimesini kullandığını belirtti. Bu kelime Rusçadan Türkçe'ye özür dilerim ya da beni affedin. Одними извинениями сыт не будешь. Пахает сотрясение воздуха. Лед сломан между Турцией и Россией. Türk milleti de, Rus milleti de bu krizin artık ortadan kalkmasını istiyor. Özür yok.
На Иссык-Куле идет полным ходом капитальная реконструкция дороги, по которой уже в начале сентября поедут спортсмены и туристы на Всемирные игры кочевников. Между тем, местные бизнесмены и простые граждане масштабной стройки не рады и несут большие убытки. Неудобства испытывают и отдыхающие, направляющиеся к Лазурному берегу. Из Иссык-Куля репортаж настоящего времени. В прежние годы, в разгар лета, жители Иссык-Куля уже вовсю торговали у дороги выращенными в их садах плодами. Но в этом году дорогу до Чолпонаты закрыли на ремонт. Поток отдыхающих проезжает в объезд основной трассы, а местные жители несут убытки. Мы все здесь бедный народ. Нам сейчас очень непросто приходится. В это время мы уже продаем туристам овощи и фрукты, а сейчас торговли нет. К нам бы уже приезжали отдыхающие, но их нет. На всем отрезке дороги до города Чолпонаты снято асфальтовое полотно. Активно работает техника, но дорожники сами не уверены, успеют ли достроить трассу до начала Всемирных игр кочевников. Даст Бог, завершим дорогу вовремя. Скоро начнут укладывать асфальт. Мы заканчиваем строительство моста. Строительство Иссык-Кульской трассы с самого начала было богато на скандалы. Экс-премьер Тимир Сариев подал в отставку из-за якобы нечестно проведенного тендера при выборе строительной фирмы. Теперь вот местные жители и бизнесмены жалуются, что не смогут заработать во время туристического сезона. Местные жители возмущаются, хотят, чтобы мы работы быстрее завершили. Тем более они ждут туристический сезон, чтобы заработать. А мы им создаем неудобства. Для большинства местных жителей летний туризм – единственный способ заработать какие-то деньги и жить на эти средства до следующего сезона. Но в этом году они останутся в накладе. Отдыхающим в ближайшие 2 месяца придется добираться до пансионатов иными путями. А это уже город Балыкчы, центральная улица, по которой пролегает трасса государственного значения Бишкек-Каракул. Дорожники без согласования с местными жителями разворотили более 5 километров дороги. Владельцы кафе и магазинов несут большие убытки, потому что туристы и клиенты едут в обход этой трассы. Сейчас уже разгар дня, но почему-то строители дороги не ведут никаких работ. Почему городские власти не предупредили горожан о начале работ, остается догадываться. Мэрия на контакты не идет и не дает никаких пояснений. Поэтому жители весь гнев срывают на дорожниках. Если сказали бы, что дорогу закроют, мы где-то другое место, в курортном месте нашли бы свое место, в аренду взяли бы хотя бы. Это во-первых. Во-вторых, раз дорогу раскрочили, можно было бы фирме в 3 смены работать, но в краткий срок сделать. Это тоже возможно. Сейчас посмотришь, приходят, уходят, приходят. Как таковой мы работы не видим. У нас сейчас торговли вообще нету, тяжело. А у вас какой бизнес? Вот в магазине, у нас магазин. Ну, у людей есть кредиты. Как насчет этого кредита будем? Мы целый год ждем этот сезон. Горожане начали сбор подписей, предлагают открыть хотя бы одну полосу дороги, чтобы туристы могли проезжать мимо кафе и магазинов. Ближе к вечеру дорожники на объекте все же появились. Я приношу свои извинения местным жителям за те неудобства, которые мы им причиняем. Но я думал, люди должны радоваться, что им за 60 лет, грубо говоря, дорогу построят хорошую. Ну, пострадает тут 2 месяца, понимаю. Я понимаю, что там, они ждали там сезон или еще что такое. Ну, у нас были года и похуже. Дорогу к играм кочевников завершить постараются, а вот жителям придорожных городов и сел придется затянуть пояса, найти на ближайшие осень и зиму новые источники дохода и ждать следующего лета. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. Настоящее время. Иссык-Куль, Кыргызстан. Трогательная история о том, как таджикская девочка Сумаи узнала своего отца в популярном певце Шахриёре, получила неожиданное продолжение. Настоящий отец Сумаи, который сейчас воюет в рядах ИГИЛ и уже давно не вспоминал свою дочь, буквально на следующий день после выхода в эфир материала «Радио Свободы» Азатлик отреагировал на происходящее. Он даже записал специальное видеообращение, где угрожал журналистам. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Парвиз, так зовут отца девочки, также называл нечестивцем своего полного двойника, певца Шахриёра, и часть угроз адресовалась ему. Мы не можем привести заявление боевика, так как это не позволяет законодательство, но заметно, что его ситуация сильно задела за живое. Он также обращается к своей матери и дочери и ругает их за предательство. Тем временем сама Сумаи отказывается признавать своего внезапно объявившегося отца. Ее поддерживают и тысячи пользователей социальных сетей. Папа ко мне приходил. А кто твой папа? Парвиз. Парвиз? Шахриёр.
В сети появилось новое видео беспорядков на казахстанской золотодобывающей шахте Бестобе. В комментариях записи говорится, что неизвестные напали на шахтеров при выходе из забоя и, избивая их палками, пытались загнать их обратно в шахту. Вы видите эти кадры из проходной. Напомним, что на прошлой неделе произошла массовая драка с применением оружия на этой шахте. Власти и полиция заявляли, что ее устроили шахтеры, которых обвиняют в том, что они выносят золотоносную руду в своих личных вещах. Однако, как вы видите на этих кадрах, неизвестные молодчики избивают всех подряд, и ни о какой проверке вещей речи не идет. А это кадры, которые появились в сети раньше. На них перестрелка у ворот шахты. Как выяснилось впоследствии, огонь по шахтерам из дробовиков открыла охрана предприятия. В данный момент 2 охранников, подозреваемых в стрельбе, отпустили под залог. Те, кто следит за ситуацией, уверены, что и драка, и стрельба вызваны нежеланием хозяев шахты выполнять требования рабочих о повышении заработной платы. Напомним, что шахта Бестобе находится неподалеку от самого крупного в Казахстане предприятия по добыче и обогащению урана в городе Степногорск. Далее в программе. На экстренной сессии Европарламента по поводу выхода Британии из ЕС кипят страсти. Европейцы задаются вопросом, что делать. Англичане требуют от Европы сохранить льготный режим в торговле. Это все равно, что вам всем сейчас отрезать носы. Раздеться и работать. Белорусы решили буквально выполнить наказ своего президента Александра Лукашенко. Соцсети наводнили фотографии голых граждан страны на своих рабочих местах. Но все и наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. Как кыргыз стал итальянским поваром в Сан-Марино. Кальята вместо бишбармака, ризотто вместо плова и пицца вместо лепешек. Большая дружная семья с настоящей итальянской бабушкой. В 34 года меня усыновили. Европарламент собрался на свою экстренную сессию по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза. С самого начала в зале заседаний кипели страсти. Теперь уже бывшие английские депутаты Европарламента, несмотря на решение Британии выйти из ЕС, требовали сохранить режим льготной торговли. Вы видите, как отреагировал на выступление перед журналистами сторонников выхода Британии из ЕС Найджела Фараджа, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На кадрах он крепко обнимает своего непрекращающего говорить оппонента и целует его в ухо. Тем не менее, британцы продолжают настаивать на сохранении преференций для своей страны на европейских рынках. Отвергнуть идею разумной торговли с Великобританией после ее выхода — это все равно, что вам всем сейчас отрезать носы. И, конечно же, вам будет хуже, чем нам. Также Жан-Клод Юнкер обратился к присутствующим в зале бывшим британским членам Еврокомиссии, которые выступали против выхода из Евросоюза. В частности, к лорду Джонатану Хиллу. Для меня сюрприз, что вы здесь присутствуете. Вы боролись за выход. Британцы проголосовали «за». Почему вы здесь? Лорд Хилл был одним из самых убежденных противников выхода страны из Объединенной Европы. Весь Европарламент отблагодарил его за тяжелую работу долгими аплодисментами. Но даже среди европарламентариев не было единства по поводу того, что делать дальше. А лидер Национального фронта Франции Марин Ле Пен предложила всем собравшимся брать пример с англичан. Выбор наших британских друзей в пользу выхода из Европейского Союза на сегодняшний день является наиболее важным политическим событием, произошедшим на нашем континенте после падения Берлинской стены. Это глобальный маяк свободы и декларация любви народа к своей стране. 70 российских легкоатлетов просят допустить их на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Они готовы участвовать в играх даже вне национальной сборной, которая была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за массовое применение допинга. Подробности в репортаже Рейтер. 67 российских легкоатлетов подали иски в спортивный арбитражный суд в Лозанне и индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом в понедельник заявил министр спорта Виталий Мутко. Ранее в субботу он объяснял, что у этих атлетов, цитата, «по 3 допинг-пробы сделаны британской антидопинговой службой, и они чистые». Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в ноябре 2015 года после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства, в котором говорилось о повсеместном применении запрещенных препаратов в российском спорте. В июне ИААФ оставила ее в силе.
Международный олимпийский комитет заявил, что поддерживает решение ИААФ, однако допустил, что для чистых спортсменов может быть сделано исключение. Если ИААФ снимет с них дисквалификацию в индивидуальном порядке, то они смогут выступать на играх в Рио под российским флагом, а не под олимпийским или нейтральным. Тем временем президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил, что он внимательно следит за информацией по применению допинга белорусскими спортсменами, которым он пообещал серьезные проблемы в случае его применения. Не знаю, наверное, все-таки какой-то политический подтекст в этом есть. Если мы этими допингами баловались или занимались, то мало не покажется. Еще раз подчеркиваю, скрывать передо мной ничего не надо. Вы видите, что начали ковыряться уже в пробирках 8-летней давности для того, чтобы найти что-то. Между тем, в белорусских социальных сетях с невероятной скоростью распространяется гражданский флешмоб. Жители страны, пытаясь выполнить наказ своего президента из недавнего выступления, во время которого Лукашенко призвал нацию дословно раздеться и работать, фотографируются голыми на своих рабочих местах и размещают фотографии на страничках в Фейсбуке и Одноклассниках. А вот что послужило поводом для флешмоба. Инновации, IT-технологии, приватизации и прочее, все это понятно. Мы уже это освоили, но все и наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. До 7-го пота. Белорусские пользователи даже сделали специальную видеоподборку лучших кадров голых работников. И сейчас эти кадры вырвались в топы мирового интернета. В Россию вступил в силу закон о раздаче бесплатной земли на Дальнем Востоке. Однако все оказалось не так, как думали граждане. Заявку на землю могут подавать только жители муниципальных образований Дальневосточного региона. А о раздаче земли всем желающим россиянам не идет и речи. Их заявки признаны недействительными. Не так легко получить обещанные гектары и тем, кто живет в дальневосточных городах и селах. Северная часть – это земли лесного фонда. Вот здесь основная масса земель, которая возможна к выделению. Также в границах населенных пунктов, 15 сел в черте района. Эти 300 тысяч гектаров, почти половина подшефной ему территории, отдаются по первому требованию. Но участки в лесу или в поле даже даром оказались никому не нужны, говорит глава района. За месяц всего 2 обращения. Слишком много придется в казенную землю вложить, чтобы снять прибыль или построить дом. Тем более раньше пахотные земли в Еврейской области уже раздавали безуспешно. Давали в рамках реализации указов президента по 5, по 7, по 9 гектаров земель, хороших, пахотных земель, которые не требовали таких финансовых вложений, которые требуют сейчас земли. При этом никого это не остановило. Кто хотел уехать, тот уехал. Иначе дела обстоят на Камчатке. Там под проект идут участки в красивейших заповедных местах, например, на берегу озера Ханка. Здесь, если строить, то только дома или дачи. Эти земли предсказуемо разошлись вмиг. Причем, выяснил Фонд борьбы с коррупцией, их заняли, когда в первые дни работы проекта сайт у пользователей по всей стране висел. Я считаю, что это не случайность. Такие серьезные проекты, они не должны допускать такие случайности. И я считаю, что правительство должно среагировать на этот инцидент и исключить подобное вообще поведение впредь, потому что оно просто опошляет всю идею законопроекта. Иван Степанов – общественный эколог из Якутска. Он и его товарищи зимы протестуют против закона о гектаре. Коррупционные минусы еще полбеды, говорит он. Документ не продуман и может разрушить экологию не только региона, материка. Закон не запрещает новым хозяевам земли рубить лес на участке, размещать химпроизводство или ядерные отходы, например. Это будет сопряжено обязательно с вырубкой. Может быть, не со сплошной вырубкой, но вырубка будет большая лесов. А это как раз-таки защитный слой нашей вечной мерзлоты. И как это подтвердили МЧСники, Институт мерзлотоведения, данный процесс он просто может усилить без того стремительный процесс глобального потепления. И в итоге под затопление попадет не только Якутия, но и большой участок вообще всей России, вплоть до Урала.
Для сельского хозяйства, например, земли Якутии непригодны вообще, хотя одна из целей закона – это развитие на Дальнем Востоке фермерских хозяйств. Атаман казачьего общества села Амурзет Еврейской автономной области Константин один из первых забил участок по госпрограмме. Тонкости закона его интересуют мало. Он считает, дальневосточный гектар – неплохая опора, чтобы подняться с колен. И пока дают, надо брать. Ну и мы вот собрались, когда об этом узнали, обсудили между собой, решили, что взять, поддержать эту инициативу, взять эти гектары и уже совместными усилиями обрабатывать их, развиваться. За счет самим и за счет этого и общества в том числе. Казаки хотят создать что-то вроде сельхозкоммуны, скидываться на технику и вместе выращивать овощи на продажу. Уже с февраля получить вот так участок через интернет, по идее, сможет любой россиянин. Эколог Иван Степанов очень надеется, что этого не произойдет, и правительство наложит временный мораторий на сырой и очень опасный для края закон. Идти на открытый конфликт с властью общественники не хотят, пытаются строить диалог. И их первое предложение – несколько лет тестировать проект в одном небольшом регионе, а Якутию с хрупкой экологией исключить из него вовсе. Правительство пока думает над ответом. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Вторую родину и даже маму нашел в Италии кыргызстанец Дастан Чикошев. Нелегальному иммигранту, работавшему в Европе сиделкой, сначала оставили большое наследство, а потом и усыновили. Теперь большая кыргызско-итальянская семья живет вместе в окрестностях Сан-Марино. А сам Дастан стал выдающимся итальянским поваром. Рассказывает Александр Касаткин. Хамырын заранее готовить эталаз? Тесто готовим заранее. Каждый кусочек весит 220 граммов. Мука специальная, рисовая, потому что тесто надо растягивать. А это такой аппарат для растягивания. Потом уже раскатываем вручную. То, что пиццу в итальянском ресторане готовит кыргыз, никто из клиентов не подозревает. Итальянскую кухню Дастан знает не хуже любого местного повара. Я умею готовить все, что едят в этом регионе. А здесь любят рыбу, тесто. У нас бишбармак называется, у них кальято. Делаем все вручную. Также делаем ньокки из картофеля. В общем, все умею. В Римини Дастан приехал почти 10 лет назад. Оставаться вначале не планировал. Найти хорошую работу тогда было не легче, чем сейчас. За 10 лет здесь не осталось работы, на которой бы я не попробовал поработать. И на стройке, и на почте. Где я только не работал. В конце концов стал поваром. Мне понравилось. Сами итальянцы очень терпеливый, приветливый народ. Я не чувствую себя чужим. Когда бываю в Кыргызстане, спешу в Италию, домой. Родной для Дастана чужая страна стала не просто так. Здесь, в Европе, в 34 года он нашел вторую маму. В Италии его официально усыновили. Дастан говорит, что это единственная страна в мире, где разрешено удочерять и усыновлять совершеннолетних. Главное, чтобы разница в возрасте составляла хотя бы 21 год. Она относится ко мне, как к сыну. И даже больше. Такую любовь матери к сыну не часто увидишь. Это видно по поступкам. Усыновить мигранта из Кыргызстана Ингрид решила после того, как ее больной супруг, за которым Дастан ухаживал, захотел оставить ему все наследство. Однако из-за того, что Дастан жил в Италии нелегально, Ингрид после смерти супруга усыновила своего помощника. Теперь большая кыргызско-итальянская семья живет вместе. Когда муж сказал, что она хочет его усыновить, я испугалась. Как это? Что нам делать? Потом жизнь все расставила по местам. Сейчас смотрю, она очень любит внуков и ко мне очень хорошо относится. У Надиры и Дастана две дочки, Айлин и Дари. Ингрид обе называют бабушкой. Семья живет в тихой провинции, недалеко от Сан-Марино. Остался бы Дастан в Италии, если бы не неожиданное наследство, он сам не знает. Большинство мужчин-мигрантов из Кыргызстана, не найдя здесь хорошего заработка, уезжают обратно. Александр Касаткин, Жибек Бегалеева. «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в soциальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.